Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Хотел, конечно, отметить, что вы приступаете к работе в довольно сложный период. Это молодые страны, где еще очень многое предстоит сделать. И даже с точки зрения, собственно, самой государственности этих новых субъектов международного права. И я хотел бы, чтобы вы в этом смысле также оказывали нашим союзникам поддержку. Желаю вам успехов. Сергей Васильевич. Ваше превосходительство, президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багаш, разрешите вручить вам верительные грамоты, выписанные по случаю моего назначения послом Российской Федерации в Республике Абхазия, президентом Российской Федерации, его превосходительством Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Спасибо большое. Глубоко уважаемый Семен Вячеславович, мы очень рады вас приветствовать. С большим удовольствием принимаем грамоты. Как чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии хочу подтвердить твердую решимость руководства Российской Федерации продолжить оказание всесторонней помощи Республике Абхазия во всех областях: военно-политической, социально-экономической, в гуманитарной и других. Вы знаете, был здесь в молодости, в 1984 году, провел здесь прекрасный отпуск, и потом был долгий 24-летний перерыв, после которого впервые побывал здесь в мае этого года. И с тех пор здесь бываю довольно часто. Скоро думаю переехать на постоянное место жительства. И сын у меня довольно взрослый, он уже на 5-м курсе университета, а жена у меня декабристка. Она не то что в Абхазию, дальше со мной ездила, да. Сам момент назначения для меня неожиданностью не был, потому что он уже состоялся, естественно, после признания независимости Абхазии. Но если бы вы спросили меня, скажем, в июле этого года, думаю ли я о том, чтобы стать чрезвычайным полномочным послом России в Абхазии,
я бы, конечно, сказал, что это, наверное, дело более отдаленного будущего. Первый официальный прием в честь Дня России. Политическая, экономическая и культурная элита Абхазии собралась сегодня в Сухуми, чтобы отпраздновать главный государственный праздник Российской Федерации. Дипломатический этикет обязывал ко многому. Для молдово-абхазского независимого государства подобная официальная церемония весьма ответственный экзамен. Но атмосфера искреннего дружелюбия скрашивала некоторую официальную сдержанность. Сегодня мы с вами закладываем новую традицию – отмечать главный государственный праздник Российской Федерации – День России вместе на официальном приеме от имени посла российского государства. Именно так происходит во всех странах мира, с которыми Россия поддерживает дипломатические отношения на уровне посольств, развивает равноправное, взаимовыгодное сотрудничество. У чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации за рубежом есть очерченный круг функций и задач. Это определяется положением о чрезвычайно полномочном после, которое существует в нашей стране, утверждено указом президента Российской Федерации. Это прежде всего содействие развитию двусторонних отношений, защита прав и интересов российских граждан, проживающих в стране пребывания. Это мониторинг внутриполитического и социально-экономического положения в стране. Это отслеживание каких-то основных тенденций развития страны, внешней политики, следить за тем, как себя ведут другие страны мира в отношении страны пребывания. Состоялся целый ряд визитов абхазских государственных деятелей в Россию и российских руководителей в Абхазию. Среди этих визитов я бы однозначно хотел бы выделить приезд в Абхазию председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в августе прошлого года. Премьер-министр России встретил в Абхазии исключительно теплый прием и провел с руководством республики очень важные переговоры, определившие перспективы наших отношений на ближайшее и дальнейшее будущее. Пресс-конференция в Ассоциации работников СМИ стала первой не только в новом году, но и первой для Семена Григорьева в должности посла России в Абхазии. Вначале посол обозначил основные приоритеты развития российско-абхазских отношений. В первую очередь это политический диалог. Немаловажный пункт – это социально-экономическое и торговое сотрудничество. Посол напомнил, что финансовая помощь России в 2010 году составит почти 2 миллиарда рублей. Разумеется, безвозмездная российская помощь может поддержать экономику и социальную сферу Абхазии. Однако убеждены в том, что реальный толчок их развитию должен дать приход в страну серьезных российских инвестиций, прежде всего от крупного и среднего бизнеса. Подчеркну еще раз, как посол я буду жестко настаивать на том, чтобы приходящий в Абхазию российский бизнес учитывал интересы национального бизнес-сообщества, помогал правительству республики решать ее социальные проблемы. Подобные церемонии проходят во всех городах и районах республики. По словам посла России в Абхазии Семена Григорьева, процедуру вручения медалей планируется завершить до 5 мая. Юбилейной медалью указом президента России Дмитрия Медведева награждают всех участников Великой Отечественной войны, проживающих в России, странах СНГ, дальнем зарубежье и, конечно, исключением не стали Абхазия и Южная Осетия. В шутливом плане, встречаясь с ними, я ставлю перед ними строгую задачу продержаться, прожить в полном здравии еще как минимум 5 лет и в том же составе нам встретить 70-ю годовщину Победы. 10 мая от имени чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Семена Григорьева был устроен торжественный прием, открывая который Семен Григорьев, искренне и сердечно поздравив ветеранов с великим праздником Победы, поблагодарил их за воинский и трудовой подвиг, совершенный во имя жизни грядущих поколений. Я предлагаю поднять этот тост за этот святой праздник, за нашу общую великую победу.
Радует в Абхазии практически все. Гостеприимство людей, их открытое отношение к своим соседям, к своим гостям, к своим друзьям, открытое отношение Абхазии к миру в целом. Я думаю, что сейчас трудно найти в мире другое такое государство, которое в такой степени, как Абхазия, стремится к тому, чтобы стать полноправным членом международного сообщества. И готово для этого сделать очень много, в том числе и предоставить возможности работы в Абхазии иностранным партнерам, в том числе в области бизнеса. Радует появление новых друзей, радует конструктивное и правильное отношение партнеров по работе с абхазской стороны. Так что поводов для радости действительно гораздо больше, чем поводов для какого-то неудовлетворения.